Құрметті кеңеске қатысушылар, бүгінгі істейтін шаруамыз барлықтарыңа белгілі. Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорын басқару кеңесінің отырысын өткіземіз. Самұрық-қазына ел экономикасында аса маңызды рөл атқаратынын бәріміз білеміз. Қордың алғашқы ұзақ мерзімді даму стратегиясы 2012 жылы қабылданған болатын. Бұл кризистан шығып келе жатқан кез еді. Сондықтан біз әл-ауқат қорын кризисқа жұмыс істеуге мәжбүр болдық. Ол оңай заман болған жоқ. Сонда әлемдік қаржы дағдарысына қарсы тұруға, ұлттық бағдарламаларды жүзеге асыруға бағытталған еді. Осыған қатынасып біраз жұмыс жасады. Қиын қыстау жағдайларда. Өткен жылдары әл-ахуал өзгерді. Қолайсыз сыртқы факторлардың әсерінен төтеп беріп, біздің экономикамыз тұрақты даму жолына түсті. Сондықтан қазіргі жаңа уақытта жаңа бағдарламамен ары қарай не істеуімізді талқылайтын боламыз. Предыдущее руководство провело свою положительную работу, я считаю, в целом, по выполнению той программы, которую мы принимали, по трансформации, повышению стоимости, эффективности инвестиционной деятельности и по другим направлениям, которые мы работали. Не все, конечно, намеченное достигнуто, но проведенную работу отрицать нельзя, и мы будем сейчас продолжать. То есть период выхода из кризиса нам пришлось подключить фонд для решения вопросов кризиса. И теперь мы вышли, фонд занимается собственно своим делом впервые, и мы можем требовать от него более сильной отдачи. Мы приступили к третьей модернизации, начали активную работу по цифровизации и приняли стратегию развития страны до 2025 года. В этих условиях назрело принятие новой стратегии развития Самұрық-қазына. Назначены новые руководители и ожидаем эффективной работы. Требуется обновление программы трансформации, которая будет продолжена. Она должна сказать свой пример именно в компаниях фонда. На повестке дня сегодняшнего заседания стоит вопрос стратегии развития программы и трансформации фонда. Уважаемый Вячеславович, сегодня на Совете по управлению фондом мы предлагаем рассмотреть скорректированную стратегию развития фонда Самұрық-қазына с расширением ее горизонта до 2028 года, а также программу трансформации в новой редакции. Как вы уже сказали, с момента утверждения прежней стратегии с 2012 года, а также запуска вами в 2014 году программы трансформации, произошли определенные изменения как во внутренней, так и во внешней среде. Поэтому в соответствии с вашим поручением были подготовлены обновленная стратегия развития фонда, а также обновленная программа трансформации фонда. Уважаемый Руслан Ильич, базовыми при разработке документа стали основные направления стратегии «Казахстан-2050», стратегические планы развития до 2025 года и ваши указания. Кроме того, корректировка стратегии осуществляется с учетом опыта успешных суверенных фондов, как Темасек, Хазанах, Мубадала, операционная и инвестиционная деятельность которых полностью ориентирована на коммерческий фокус. Мировая практика показывает, что они нацелены на поддержку национальных экономик и имеют диверсифицированный портфель инвестиций как по отраслям экономики, так и по географии. В этой связи в новой стратегии мы определили 3 ключевые цели. Это повышение эффективности компаний, управление портфелем и обеспечение устойчивого развития. Кроме того, в краткосрочной перспективе усилия фонда будут направлены на решение следующих задач. Первое – это обеспечение выхода 7 компаний на IPO. Вторая задача – укрепление финансового состояния компании. И третье – это реструктуризация проблемных портфельных компаний. В результате принятия комплекса вышеуказанных мер структура управления Самұрық-қазына станет более компактной и мобильной. Новая стратегия предполагает, что социальные инвестиции на примере Темасеки и Хазанах направлять на создание человеческого капитала, образование, наука, инноваций и исключительно во исполнение ваших поручений. Для развития человеческого капитала это я поддерживаю. Это как раз направление самого фонда. Подготовка людей, здравоохранение, образование. Вот прежде всего туда. Теперь программа трансформации. Было
Значит, 11 инициатив вот по той программе. Сейчас мы его пересмотрели в соответствии с вашим поручением и сфокусировались на 5 направлениях. Конечным результатом реализации программы станет обеспечение к 2022 году соответствие всех 7 крупных портфельных компаний уровня компаний аналогов по рентабельности и инвестированию капитала. Реализация концептуально новой стратегии развития и обновленной программы трансформации будет способствовать решению ключевых задач. Это прежде всего выход из долговой ямы и укрепление финансовой устойчивости компаний, наращивание стоимости и повышение инвестиционной привлекательности компаний, избавление от непрофильных активов, несвойственных функций, диверсификация доходов путем перераспределения ресурсов на более эффективные инвестиционные проекты, в том числе с привлечением стратегических партнеров, и развитие человеческого капитала и формирование квалифицированной команды управленцев. Я, конечно же, буду говорить о 2 направлениях по части плана развития и по трансформации. Начну по части плана развития. Я думаю, правление можно в данном случае поздравить с тем, что они здесь создали достаточно хорошо изученный план, который достаточно хорошо проработан был и который идет полностью в соответствии с национальным планом, который вы поставили. Она идентифицирует как краткосрочные, среднесрочные, так и долгосрочные фазы деятельности, идентифицирует также и график, соответствующий этих фаз. И однозначно демонстрирует то, что необходимо осуществить для того, чтобы получить соответствующие достижения. Здесь мы на самом деле имеем определенный недостаток, который у нас должен быть устранен. Это у нас то, что нет плана, как мы будем давать результаты по этой стратегии, как мы будем результаты давать. Сейчас правление работает над этим вопросом, но у нас нет сейчас. До того, как у нас появится этот план по результатам, как мы будем результатом, мы должны, перед тем, как подписать все это, мое предложение – это то, чтобы мы эту стратегию приняли как есть уровнем осторожности определенным. До тех пор, пока у нас не будет уверенности, что мы действительно результаты в реальности дадим по нему. Есть определенное количество проблемных вопросов, которые весьма важны, что касается по результатам вот как раз. Мы не должны недооценивать их. Что касается, например, вопроса того, как они повлияют на все бизнес-направления фонда. Когда мы начнем программу уже, приватизацию в плане уже сильного развития, в плане, когда мы не будем владеть уже 100% долей в определенных компаниях, то отношения между компаниями и правительством, а также министерствами, которые будут в правительстве, это изменится сильно, в корне изменится. Министерство, у них уже не будет доступа к такого рода информации из этих компаний. Они не смогут любую информацию достать больше из этих компаний. По правилам листинга не будет такого рода полномочий по IPO также, и поэтому необходимость будет, чтобы у нас была новая система создана, которая будет однозначно соответствующие инструкции, правила устанавливать, для того, чтобы мы были прозрачными в рамках всех акционеров, которые будут покупать вот эти вот компании, бизнесы. Второй вопрос, по которому у нас не было плана, это по части последствий приватизации. Приватизация дает большое количество преимуществ, но особенно в ранних стадиях приватизации есть также определенные вызовы, которые она дает. Вы, наверное, слышали о проблемах, например, что касается долговых определенных обязательств, председателя правления и так далее. Я хотел бы еще раз вернуться к вопросу человеческого капитала. Нам не хватает молодых талантливых людей в этой стране, и их достаточное количество. Они хотят зарабатывать и делать карьеру в Казахстане. А вот чем мы не занимаемся, мы не организуем себя, чтобы обеспечивать им условия жизни. В каждой компании есть определенные программы, рассматривающие данные вопросы. Каждый год мы объявляем, что нам нужны самые талантливые граждане Казахстана на определенные должности. Мы должны снабжать их конкретными целями и задачами, и каждый год нанимать как минимум 300 молодых талантливых специалистов. И таким образом мы решим эту проблему. Это будет самая крупная долгосрочная инвестиция в наши проекты, без которой мы никогда не сможем улучшить качество человеческого потенциала. Если у нас есть единое мнение,
я предлагаю одобрить в целом программу трансформации и новую стратегию развития фонда, которая была предложена до 2028 года. Принимаем. Вместе с тем хочу остановиться на отдельных проблемах, которые есть связаны с деятельностью фонда. Первое. Мы говорили о повышении эффективности управления фонда. До сих пор продолжает действовать многоуровневая система управления компанией фонда, хотя бывшее руководство постоянно докладывало, сколько там выведено, сколько сокращено. Но когда уровни до 10 доходит, уже в конце не знаешь, какая команда куда дошла. Это везде, не только здесь. Количество у нас уровней достигает 6 сейчас. Да, Ахмеджан? 6. И сколько мы намечаем сделать? Вот. Это усложняет принятие решений, требует значительных финансовых ресурсов на содержание многочисленного административного управленческого персонала. Это позволит повысить эффективность работы фонда в целом, включая финансовые показатели. Второе. Нужно продолжить работу по приватизации. Я наблюдаю, тормозится. Приватизация очень важна. Мы объявили всему миру, бывая в разных государствах с визитом, как вы видите, я встречаюсь с деловыми людьми, крупными деловыми людьми, и говорю, что у нас идет вторая волна приватизации, и всех это интересует. А на практике что получается у нас? Конечно, сейчас ситуация, я считаю, изменилась. Идет большое противостояние Запада против России. Эти санкции не могут на нас не влиять, потому что Россия у нас серьезный партнер экономический, косвенно. Хотя все заявляют, что Казахстан это не затрагивает. Ну, Казахстан напрямую не затрагивает, но косвенно, поскольку мы имеем большой торговый объем связи с Россией. В случаях приватизации, я имею в виду, нам надо посмотреть. На этот период соблюсти государственные интересы. Надо правительству вместе с фондом пересмотреть, оптимизировать портфель активов фонда. Надо выйти из всех нестратегических, нерентабельных активов. Важно обеспечить эффективный вывод портфельных компаний на IPO. То есть вот эту работу надо сделать быстро. Нам четко знать, какие мы компании выставляем на продажу, и объявить всем, кто желает прийти. И это непростой вопрос. Опять же, правильно было здесь сказано, приватизацией надо нормально управлять, созданием дела. Мы же хотим получить максимальную выгоду от этого, да? А чтобы максимальную выгоду получить, должен быть квалифицированный переговорщик. Человек, который привлекает. Поэтому здесь не только вопрос самого фонда, всего правительства, наших экономических, финансовых ведомств, правительства, министерств, которые соответственно работают, привлекать для того, чтобы и работать с фондом вместе. При этом, я уже говорил, мы в начале июля объявим о том, что Международный финансовый центр Астана начнет свою работу, и надо использовать эту площадку, обеспечить максимальную привлекательность выводимых активов для инвесторов. Это очень важно для нас, и для внешних, и для внутренних, и для инвесторов хороший сигнал. Не надо бояться. Я, конечно, понимаю, вы все вместе, и я в том числе, мы вышли из советской шинели, мы привыкли все держать вот так вот в руках и считаем, что это хорошо. Хотя, когда выводим на приватизацию, приходят частные менеджеры, мы видим, что там становится лучше, чем было. Видим же? Ну, видим. Ну, почему боимся идти туда? Не надо бояться. Государство всегда в любых ситуациях имеет рычаги управления. Это находится здесь, в Казахстане. Поэтому, Бакытжан Абдиевич, вместе с Исимовым и вашими коллегами надо четко определиться, хватит топтаться на месте.
И объявить, вот мы сказали, вот это сейчас будет выходить на приватизацию, и постараться найти тех людей, которые умеют это делать и делали. Я не знаю, умеет у нас Ахмеджан это делать? А? Люди есть у нас, которые занимаются? Умеют, есть. Поэтому мы должны уметь разъяснять, почему мы это делаем. Мы делаем благо. Вот эта задача перед правительством стоит. Министерством экономического развития, Министерством финансов, которое является обладателем государственных активов, и перед всеми правительствами. Естественно, перед компанией. Аппарат президента, мой помощник, взять под контроль то, что сейчас сказал. И мне каждую неделю докладывают, что делает правительство и как осуществляет. Третье. В условиях четвертой промышленной революции уровень цифровизации компаний, фонда будет иметь важное значение. Но мы об этом специально собирались, говорили. Я назначил специального вице-премьер-министра, имеющего, на мой взгляд, достаточно образование и компетенцию, чтобы только за этот вопрос отвечал. У тебя нет другой задачи. Выполнишь, значит выполнил. Не выполнишь, уйдешь оттуда. Другой человек придет. Что тебе мешает? Говори. Руслан Ильич, по цифровизации мы в Самру-Казана с Ахмеджанцем Магулычем работаем. В целом, хотелось бы сказать то, что портфельные компании сегодня тоже вовлечены. И Казатомпром, и КТЖ, и все компании, которые здесь представлены, Казпочта, Казахтелеком, и другие компании мы тоже хотим вовлечь. Это компании-лидеры по цифровизации. Все остальные портфельные компании в ближайшее время мы с Ахмеджанцем Магулычем наметили такую большую встречу, всех пригласить и объяснить и разъяснить, что такое цифровизация, как вы говорили, вплоть до того, что на пальцах рассказать. И начать очень мощную цифровизацию, в том числе всех портфельных компаний Самру-Казана. Мы видим четкий план, четкие сроки, и есть уверенность, Руслан Ильич, что мы цифровизацию в Самру-Казана в рамках вот этих вот лидеров сейчас уже проведем ощутимые результаты, вам продемонстрируем и дальше двинемся. Производственные компании, они заинтересованы должны быть. Они, если это не сделают, у них не будет конкурентоспособности. Я считаю, что, допустим, вот НРС, Казахмыс, Казахцинк, вот, Казатомпром, Казмунайгаз, они обязаны это делать. Без этих не будет роста производительности труда, конкурентоспособности не будет. Но есть сектора, где нам надо толкать от правительства. Цифровизации в медицине до сих пор нету. Цифровизации в образовании внутри правительства нет. И до конца не ввели электронное правительство. Вот здесь каждое министерство должно работать в своей отрасли. Цифровизация – одно из основных моментов, над которыми мы должны работать. Четвертый вопрос. По инвестиционной политике фонда. Считаю, что в целом предлагаемые в этой стратегии подходы правильные, так? Правильные. Вместе с тем, в портфеле фонда есть ряд крупных инвестиционных проектов, по которым требуются системные решения, и они нужны государству. По строительству газохимического комплекса из таких крупных. Комплекс по производству полиэтилена мощностью 500 тысяч тонн. Комплекс по производству полиэтилена мощностью 800 тысяч тонн. Я специально этим вопросом занимаюсь несколько лет, потому что сейчас вот в этих условиях волатильности цен на сырую нефть и газ нам надо постараться диверсифицировать это сырье и стараться производить продукцию. Ну, это мировая тенденция такая. Мы можем на это идти. В рамках 5 моих социальных инициатив я поставил задачу дальнейшей газификации страны. Уже нужно ускорить принятие необходимых законов. Важно параллельно Казмунайгазу совместно местными исполнительными органами определиться со схемами и финансирования строительства газораспределительных сетей в соответствующих населенных пунктах. Какие крупные у нас есть проекты, которые сразу
значимость и объемы, и активы фонда поднимут совсем на другую высоту. Надо этими большими заняться объектами, которые принесут и дивиденды, и авторитет государства, и людям, которые работают над этим. И есть другие проекты, по которым фонду совместно с правительством надо продолжать работать. Это касается аграрного сектора, и инфраструктурного сектора и других. Работа фонда национального благосостояния, который создан для улучшения жизни казахстанцев и наращивания нашей экономики. Мұның барлығы маңызды екенін айтып отырмын сендерге. Жаңа даму стратегиясы, трансформация бағдарламасы, қор жұмысының тиімділігін ғана арттырып қоймай, еліміздің экономикасының ілгері дамуына өзінің әсерін береді. Солай ғой. Бір ретте қор мен үкімет бірлесіп, белсенді жұмыс істеу керек. Давайте будем работать над осуществлением новой программы. Желаю вам успеха.